Доброе сочинское утро. Слушайте, так интересно, мы вышли, вот время 4:49. Везде столько народу. Они тут все гуляют, знакомятся между собой, целуются, милуются. Всю ночь машины гудят, шумят, орут, режут, как сумасшедшие. А я в аптеку. Так, еще раз доброе сочинское, адлерское, как правильно говорится, утро. Переночевали мы в каком-то гостевом доме. Ну, так себе. Условия, конечно, все такое замученное, уставшее, что мебель, что сантехника. Ну да ладно. Нам нужно было переночевать одну ночь, поэтому даже придираться не стало ни к чему. Еще и сложно найти что-то на одну ночь, потому что никто не хочет на одну ночь заморачиваться. Это нам нужно чистое постелить, убраться, потом после нас опять. Сириус проезжаем мы со всех сторон. Спортивные площадки. Так деревья тут хорошо выросли. Вообще же малюсенькие были, когда мы здесь были. Там уже лет сколько, 10 назад, наверное, были. Вот, поэтому не стали придираться ни к чему, просто переночевали. Вчера погуляли. Еще как. Еще как, Антон говорит. И теперь мы едем на таможенный пункт с Абхазией. ПСОУ называется. Тут ехать 20 минут примерно. Смотри, тут совсем зелени нет, все в камне. Совсем плохо с зеленью. Держитесь правее. Да? Прямо 3 километра. Красная поляна туда идет. Туда прямо? Ну да, там горы. Улица Чемпионов. Село Веселое. Ну, село, наверное, я так думаю. Это железнодорожный вокзал. Завтракаю сырочки, коровка из Кореновки. Вкусненькие такие, которые раз уже пробую, прям понравились. Все тут глушилки тоже стоят. Везде есть указатели. А затем поверните направо. Заправка не нужна нам? Наверное, такого. Вот. 10 минут, и мы приехали на таможню. Все, машины, смотрю, заходят. Набирать, конечно. Ну, беру сейчас. В пункте пропуска же запрещены, до него можно. Так, 15 минут мы прошли. Вот тут вот обязательное страхование. Сейчас Антон пойдет за страховочкой.
Продажа сим-карт закрыта еще, по-моему, да? Там у них тоже есть. Антон оплатил страховку. Сколько оплатил? Рассказывай. 1400 рублей. 1400. Угу. Туда входит страхование жизни и типа нашего ОСАГО. А страхование жизни на двоих или на На одного? одного, только на водителя. Я только вот я не понял, говорю, там написано при наступлении страхового случая звонить на такой-то, такой-то номер. А случаи, которые там не описаны, при каких звонить-то, Ага. поэтому нафиг лучше не звонить. Ясно. И сим-карту купил. Сим-карта сколько стоит? 300 рублей. А там что, какие? Безлимитный интернет, но вот мы сейчас в Wi-Fi его вставим, чтобы у нас у всех был интернет. И у нас в машине будет интернет. А если пешком? Постоишь? Ну, значит, вставим сейчас телефон, чтобы он раздавал. Сделаем как-нибудь. Итак, друзья, доброе утро. Мы в Абхазии. Время без 10:06. Мы получили страховку. Мы купили сим-карту, настроили ее. Сейчас вот в течение 15 минут интернет должен активироваться. А мы едем в Пицунду. У нас изначально была цель ехать в Пицунду, потому что там самое чистое море. Поэтому поедем, посмотрим, что там в Пицунде. Вчера по 2 ГИСу нашла какие-то гостевые дома, коттеджи прямо на берегу. Они без отзывов, по всей видимости, новые. В общем, поедем, посмотрим. О том, как мы переходили границу. От Адлера, от Мандарина, получается, мы доехали быстро, очень за 10 минут. Дороги свободные. На пункте народу было тоже немного, в общем-то. Там несколько коридоров, по-моему, 5 или 6. Везде человек по 5, по 7 стоит, ну, если с детьми. И в один коридор так долго очередь длилась. Вот прям вот крик души я хочу рассказать. Сколько раз я проходила таможенный контроль, всегда российская сторона себя показывает не с лучшей стороны. Быдлом, блин. Быдлом, да. Вот сейчас опять сидит молодой совершенно мальчик в этом окошке. Я ему подала паспорт. Он сидел его там, что-то рассматривал долго. Я попала в то окошко, где дольше всех проходят. Потому что все потом перестроились в другую очередь. И я как-то сюда попала. Сняла очки. Он долго очень меня рассматривал. Ну ладно, как бы, формальности. Потом швыряет мне, вот прям, как есть, говорю, швыряет мне паспорт. Я беру паспорт и спрашиваю, что можно проходить. А он на меня таким вот взглядом мерзким посмотрел и говорит: ну нет, можете обратно идти. Я вам зачем паспорт-то отдал? Я говорю: я откуда знаю, я первый раз здесь. Сидит такой, развалился, недовольный. Я думаю: господи, блин, ты ребенок. Ты работаешь на таможне, ты сидишь в погонах. Как ты вообще себе позволяешь такое общение с людьми? Мне так мерзко стало вообще. Дальше на проезде тоже такой стоит, прям весь из себя, руки в карманы. Я говорю: вот поэтому там и висят везде у них таблички, что снимать нельзя. О том, как они себя ведут. На абхазской границе абсолютно нормальные люди. И вот сколько раз было везде, что в Китай, что в Таиланд, блин, что в Украину, помню, ездили, когда на поезде, когда еще 20 там лет назад. Всегда на российской границе наши таможенники себя показывают с нехорошей стороны. На Украину, когда ездили, вообще помню,
деньги выбивали у людей, там прямо выводили в тамбур и говорили, сколько нужно заплатить, что у них там с какими-то справками не в порядке. Короче говоря, вот бесят они меня. Я не знаю, как мы будем обратно выезжать. Надеюсь, нормально. Ну а так в целом границу прошли быстро. Контроль. Народу нет. И вот сейчас пока стояли, там минут 5-10 карту эту активировали, сим-карту. Машины вот прямо потоком идут туда на границу. Одна за одной, а из России нет машин. Единички. Гагра 18 километров. Ну а мы уже едем по Абхазии. Хашпсы. Так хочешь смотреть на знаки, а их, блядь, нету. Абхазская морюшка. Там дельфины ныряют. Где? Вон там. Дын-дын-дын-дын. Два друг за другом. Далеко. На перегонки. Ой, еще один выскочил. Такая красивая дорога. 18 градусов на улице. Хочется верить, что будет тепло. Дорога вся вдоль моря. Тут что, какая-то... это какое-то старое здание, заброшенное, видимо. Храм 4-6 Аббата. Это какой-то санаторий или что-то Аббата. Я смотрела, читала. Интересно, магнолия листья сбрасывает. Вроде бы только цвести начала, а листья желтые везде валяются. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Он заработал интернет? Нет, это он запомнил же маршрут. А, да? Там, по-моему, настройки надо поменять, надо остановиться. Собаки там перегородили все. Лохудры. Чипованные. Ага. Тут морюшка прямо возле дороги. Грязь какая. Это Гагра. Сдаю жилье, сдаю комнаты везде, на каждом шагу. Через 500 метров на светофоре поверните налево. Не пара будет выступать какого-то июня, не увидела там, отсвечивала.
Новогрыбш. Поверните налево. Ух ты. Нам, видимо, налево. Дельфинарий. Такси Мандарин. Прямо 12 километров. Мы сразу забили адрес. По которому хотим посмотреть жилье. О, ничего себе, тут тоже тоннели есть. А тут отель мне ответил. Ответил? Да, 120 тысяч 10 дней. По 12. Хотя до этого я у них спрашивала, а у них цена была до 6 июня 16 тысяч за номер. Самая дешевая. Самый дешевый номер. А с 6 июня 26, по-моему, тысяч. А сейчас, видать, никто туда не едет. Какой-то там супер-пупер отель. Но да, как бы по видео все красиво. Он стоит прямо на берегу. Там отдыхают звезды. По всей видимости, кроме звезд, никому он больше не нужен за такую цену. Они, видимо, снизили цену. Потому что я вчера им написала, сколько будет стоить номер на 10 дней двухместный. Они мне ответили 120 тысяч на 10 дней. Вентиляции нету вообще в подвале в этом. Ага. В подвале. Газы стоят здесь, блин. Воняет, ага. Какое все старое, блин. Ну, хоть лампочки меняют, блин. Вентиляторы не работают, стоят. Ну, я говорю, что здесь все загазовано. Как сломался, 10 минут постоял и сознание потерял. Ну да, прям сильно. Аж голова уже Это у нас еще закружилась. переключено по салону, через фильтр гоняет, блин. Контроль в спину. Впереди камера на 60. Ох, там кораблики. А там в этом отеле какой-то шведский стол, завтраки или что-то включено, да? Которые по 120 тысяч завтраки, да. А, только завтраки. Да. Контроль в спину. Объект пройден. Куры-гриль. Продаю. Вот тут прям Работает. новенькие здания строятся. Прокатская. Катя. Село Алахадзы. Здесь тоже, говорят, хорошее море. Чистенькое. Столько моек много у них. Они ни одна не работает. Они вот работают, а нет, работает. сама мойка открыта. Надо было полоснуться, блин. Куда тебя полоснуться-то? Каждый день Ну, полоскаешься. после дождя, блин. Прям такая деревня. Фрукты, овощи. Чупики. Просто на заборе чепури.
Начинка лежит. Для чебуреков. Как эта худая начинка там в Сочи Ну вот была они пока и пожирнее. живы. Полицейские у них лежачие, конечно, атас. Вот опять автомойка. Моются. Деревья такие. Обалдеть. Стволы вообще не обнимешь. Мы поворачиваем на Пицунду. Указатель. Птицы заливаются. Сегодня там спали в гостинице в Сочи, в Адлере. Тоже прям всю ночь заливались птицы. Как в тропическом лесу. Классно так. Ни одного знака. А у них работают правила правой руки? Не знаю. Надо почитать. Смотри, какие огромные. Что это? Сосны. Я таких огромных никогда не видела. Представляешь, эту аллею когда-то кто-то посадил, и они так вымахали. Ну, сдаются коттеджи 200 метров от моря. Но мы не хотим 200, мы хотим 20. Смотри, он меня пропустил. Значит, работают. Ну, у нас Только у меня помеха справа. Нет, эти главнее у нас дорога. Главнее, чем у него А прилегающая. где это обозначить? Ну, так, дураку понятно. Так-то неравнозначно. Я знаю. Блин, у меня даже фары Обалдеть. включились. Обалдеть. Речка какая-то в тумане. Добро пожаловать в Пицунду. Ну, здравствуй, Пицунда. Шулумба Валера. Да. Не Валерий. Так по-братски. Вот они, эти знаменитые остановки. Чем они знамениты? Старые. Недавно же умер этот архитектор, или как его правильно там называют, который эти остановки проектировал. Бассейн. Отель с Все бассейном. вообще из головы вылетело, забыла, как его звали. Вот еще одна остановка. У них все в таком стиле остановки. Сколько им лет? А у меня сейчас нет интернета, чтобы посмотреть. Все
все, вообще сейчас голову сломаю, не усну, пока не вспомню. Как его звали? Церетель его. Самшитовая роща. Что с ним не так? Он разваливается? Почему? Или на хрустальных колесах? Че он так еле-еле едет? О, какие-то Ой, видимо, там пассажиры. новенькие какие-то коттеджики, или как их там, домики стоят. Поверните направо. Здесь направо. Отель Ахана. Вот, кстати, он новенький тоже. Тоже почти на пляже стоит. Может, это он как раз и есть. С новенькими домиками. На двух шаклобоках. Ага. Так раскачал его и завалил, да? А они потом как тын-тын-тын домино всех собрали. Там, видишь, скворечник есть. Они, видимо, только строятся еще. Отсыпают. Давайте, ребята, быстрее. Сейчас народ как попрет. Будете деньги грести лопатами. Дорога, конечно, так себе тут. Хоть бы грейдер пустили. Там тоже два штучки тут стоят какие-то. Бойлеры с снаружи, да? кондиционерами. Смотри. А? Водонагреватели снаружи. Ага. Да. Там какая-то заброшка заросшая. Что-то хотели построить и бросили. О, петушара какой, смотри. Дерется? Да я не вижу, мне Да загораживают. нифига себе. Корова целая, блин, а не петух. Да. Вот это был суповой набор, блин. Бульончик-то будет. Коробки лежат. В общем, мы приехали в Пицунду. Посмотрели по Двагису, где находятся какие гостевые дома. И решили пройти прямо до самого моря. Потому что у меня мечта прямо на самом берегу. Я рассматривала вот этот отель. Он как будто бы на берегу стоит. Но не на самом. Сейчас посмотрим. У них вот там, вот видишь, номера, видимо, в этом здании. А вот это вот коттеджи. Новые. Сказали, что они только в августе открылись. Ух, злые какие собаки. Страшно. А вот похоже, что вот это вот есть Black Sea, которые мне не ответили, я им писала. Тут вообще выход-то есть к морю? Есть. Вот прям можно на сам берег выйти и посмотреть, где какой гостевой дом или отель стоит. Вау! Морюшка, привет! Пахнет ботом. Утром, когда Утро. просыпаешься. Утро. Свалка какая-то. Вот смотри, вот прям на берег выходит какой-то отельчик. Я прям хочу отдельный домик. Сети всякие,
брошенные валяются. Блин, остановись, чтобы мне не прервать. Все, иди, я просто тебя должна была обогнать. Так, что тут есть-то? Я пошла смотреть, какой тут отель. Куда пошла? Я пошла. Там рыбачат люди стоят. Дельфины, смотри, дельфины! Дельфинчики, привет! Ух, как они плюхают там. Еще где-то. Да? Ой. Пляж, конечно, усраный такой весь. Надо же, вот море чистое. А здесь все капец. Тут вот что-то строится. Новенькое будет прямо на берегу. Я пошла дальше. Мне необходимо посмотреть, чтобы потом не жалеть, что я не там поселилась. Вот такие хорошенькие ребятишки. Оп. И давай еще. Оп. Где второй-то? Уже ближе к берегу подплыли. Оп. Вот смотрите. Вот берег. Вот дельфины. Вот здесь какие-то гостевые дома. Хочу прямо, чтобы на самом берегу было. Тут что страшно, то вот это вот грязь. Может быть, ее просто еще не убрали. Так, вот какой-то гостевой дом. Но он мне как-то не внушает доверия. Вроде бы как будто там домики какие-то есть отдельные. Сейчас я зайду, посмотрю. Нет, я, видимо, не зайду. Там закрыто. Позвонить я не имею возможности, потому что я отошла от Антона далеко. У меня Wi-Fi пропал. Не позвонить, не написать. Так. Свежим деревом пахнет. Вот так аккуратненько здесь. Но нет. Я не такое хотела. Короче, если у меня есть возможность выбирать, значит, надо выбирать. И все. Да, я такая. Роса такая в траве. Тут, видимо, тоже еще только что-то пытаются строить, делать. Дельфины так и плещутся. Вот я тут топаю по всему берегу. Сейчас я вот сюда вот еще поднимусь. Посмотрю, что здесь. Так, надо отсюда подняться. Вот это вот здание, вот это вот. Там уже вот эти коттеджи находятся, которые сдают за 5500. Но я не хочу. Нет, я как бы хочу, если уже совсем ничего не будет. Сейчас посмотрим, что здесь. Так.
Но тут не коттеджи. Вот я не хочу в таком здании. Хочу в отдельных домиках. Тут что-то строится. Ладно, пойдем пройдем в эти коттеджи, заглянем, если нас пустят, конечно. И, может быть, куда-то дальше проедем, посмотрим в интернете, что прямо на берегу находится. Тут вон, блин, эти мухи прямо ужас. Тут очень много мух, потому что коровы ходят, гадят. Вот они, собственные коровы. Ну вот. В общем-то, до моря тут несколько шагов. Ну, прямо у меня мечта была, чтобы вот прямо на самом берегу, чтобы водичка плескалась возле меня. Да, я такая. Здравствуйте. Вы меня бодать не будете? Я вас тоже боюсь. Вот, за этим забором. Вон Антон сидит, меня ждет. По телефону, наверное, балалакает. Вот тоже что-то строится. Вот строится. Это все Пицунда, ребята. Скоро здесь будет много жилья сдаваться. Не получается бегать. Ну, что начинаешь-то, может, он инвалид какой-нибудь. Сдам жилье у моря, домик. Но вот это у них у моря, это все равно нужно метров 100-200 идти. А мне надо, чтобы я вышла с крыльца и сразу в море. Ну, такого не бывает. Ну как не бывает, только что же смотрели. Ну, Есть. видимо, их смыло. Смыло? Вот заброшка какая-то стоит. Тоже что-то начали и бросили. Море-то вот справа тут за кустами буквально. Но не видишь, огородили выходы. Ну да. Всё. Тут какая-то же роща, не роща. Дырку кто-то проделал в заборе. Да, вот коли. Ага. Амшин. Еще ничего нет, то есть. Ну, что-то все спят, да? Там ничего не видно по поводу жилья. Все, сейчас мы от моря будем отходить уже. Арго. Сансет кафе. Тут, походу, жилые дома уже стоят, да? Да, мы отходим от моря уже, мы далековато. Ну, ехали немного дальше за санаторий Литфонд. Тишина такая, еще все спят. Тут тоже вон дельфины плещутся везде, там, сям. Так, ну что, друзья, хочу сказать, тут почище пляж. Я пошла выйти на саму береговую линию, чтобы посмотреть, где тут что находится. Какие домики.
Не домики. Вот, дельфинов в море. В море море дельфинов. Тут, смотрите, какой пляж интересный. Так, тут что-то есть, по-моему. Так, сейчас смотрим. Сейчас я посмотрю, потом посниму. У нас опять чебуреки. Только уже в Абхазии. Вкусно. Сдаются комнаты, сдаются номера, сдаются коттеджи. Везде полным-полно, ребята. Сегодня 6 июня. Пожалуйста, много свободных. Отель «Мандарин». А, вот, кстати, «Мандарин» тоже я переписывалась с ними. У них выход к морю, но не так, как я хочу. Отель «Сириус». Так вот у меня такая вот у меня капризная жена. Да. Ну, мечта 50-летней давности. Как вот? Если она не исполнится, Слушай, мы очень придется по тротуару еще. ли едем, а? Я не знаю. Машины же стоят. Надо антенну вообще снять, убрать. Да. Зачем она нам нужна? Нет, видишь, машины стоят, значит, не по тротуару. Вообще капец, да? А может, тут все по тротуару ездят? Назадзе улица. Оп, на номер такой взгляд бросил. Сейчас будет. Ага. Интересно, это откуда? Давай загуглим. А, вот точно. Здесь я была в Ютубе. Чебуречная вот это вот плов, говорят, все очень вкусно. Тут вообще такие очереди всегда. И вот там на берегу есть, по-моему, как раз этот отель «Гранат», который прямо на берегу. Можно его будет посмотреть. Кафе «Парус». Там проезд есть еще? Ну, если уж ехать, так ехать. Проезд не загораживать. Значит, тут можно ездить. Машины не ставить. Сдаются комнаты. Ух, тут вообще противотаранная. С колючей проволокой. Это что такое? Ничего. Пограничная служба. Да. Ну. Ну, класс. Что, дальше тебя по вдоль моря везти? Да, конечно. Чё за- Ага. Так, мне дядька этот сказал отель «Монами». Я пока не вижу его. О, это не блогерша, это. Какая блогерша это продает путевки? Но. Какая блогерша? На которую ты смотрела, это белая. А, нет. Там путевки не продается. Да, она очень такая деловая, да? Ну, она на машине ездит, у нее туры там всякие. Здесь, я, говорит, была, плов ела, говорит, вообще. Кстати, мы без микрофонов разговариваем, поэтому надо громче говорить. Вот это какая улица? Не знаю, какая это Баку улица. какая-то, Бакба. Наукина. Ну, Рыбзаводская. Вот она. Значит, сейчас. Значит, мы туда, да? Значит, мы туда. Я примерно вижу дорогу к морю и домики. Да, но я видела огрызок вот этот Рыбзаводской. Господи, название у них, конечно, акцент. Шипящий, кричащий, и вообще не выговоришь, не вышепчешь. Так, Якутск, Автокемпинг. Москва, Якутск где? Нету там Якутска, надо прибить табличку. Виноград. Капец, ничего себе, мы куда заехали. Гостевой Вот такие домчики. На машине. Да, Да, заехали. куда хочешь, туда едешь. Пекан. Здесь я тоже была.
Так, а теперь как надо? Море, стрелка туда. А вон оно, море, я его вижу. Туда, кстати, тоже проезд был. Сдаются домики. Ну там тупиковая дорога, я ее вижу. Не, ну я могу дойти до пляжа и Мы по сейчас пляжу прямо вдоль пройти. моря поедем, спустимся вниз. 3 тополя. Вот гостевой дом есть, он тоже на берегу стоит. Справа. Прямо на берегу. Так, мне уже нравится это место. Вот на берегу стоит какой-то новенький, кстати. Так, там какие-то просто беседки есть, машины там прям на берегу. Слушай, все машины? Ближе можем выйти сейчас к морю. Прям. Классно. Так. Жилой дом. Арго. Это кафе. Гостевой дом. Пальма. А, вот, кстати, в Пальме я была. Он далеко от берега. Ну, как далеко? Он на берегу, но далековато. И мне не понравились там номера. Ну, сейчас хозяева, кстати, сменились там зимой, я так поняла. Может, там что-то изменилось. Ну, такое себе было. Сейчас мы вот так вот и вообще под этот, вот, прям на берег выйдем. Вот, и мы выйдем, Капитан Блэк там будет. Который прямо на самом берегу Это стоит. что за Капитан Блэк? Ну, гостевой дом, по-моему. По-моему, здесь вот и ехали эти. Нет? Думаешь? Нет. Давай будем смотреть. Да, Вон он, Блэк. Капитан Блэк, да. Вот он самый последний, по-моему, стоит. Там еще какой-то морской замок, но он огромный такой. И не знаю. Видишь, сюда уже на машинах приезжают. Вот национальная кухня, мы открылись. Это и есть, наверное, Капитан Блэк или наверх? Да, этот Капитан Блэк. Ну, давай попробуем наверх еще съездим. Дорога-то идет Потому туда. что я не знаю, что это. Развернуться было бы где потом, жопой корячиться. Тоже верно. Как раз сверху посмотрим, что за Капитан Блэк. Только крыши видно. Ну, такой тут общие номера. Ну, как общие номера. Не домики. В общем корпусе номера. Такие веранды прикольные. Вот он этот корпус. Так, еще, да? Нет, есть еще туда дорога дальше. Дорога идет. Она вон идет до той белой. Вот там она. А, ну вот это мраморный замок тот, да, самый дальний. Просто тут вот над Вагеси нигде не показывает частный сектор никакой. Ну, у тебя маленькие домики никакие не показывают. Ну, это вот автокемпинг. Сюда подключается электроэнергия, свет, либо Ага. люди в этом живут. Вот так вот. Облака, отель и бар. Вот этого я не видела. Вообще прикольно, смотри, какие окна. Да, Номера вот еще и с верандой на крыше. Аренда бунгало. Вот они бунгало. Так, мне вот это уже нравится. Можно зайти посмотреть. Просто по задней дороге едем, поэтому особо-то тут ничего не видно. Да, ну вот это вот вон, еще и там дальше какое-то строение есть. Платная потом там. парковка. В этих bunгалах вообще живут, не живут? Да. Давай я схожу, посмотрю. Пойдешь? Да, ты встань тут вот на эту. А потом, если что, дальше проедем. Народ купается, рыбачит дядька.
Смотрите. Это которые облака. Тут есть вот большое здание. Есть вот такие маленькие домики. Так, мужчину не снимаю. Здравствуйте. Там рыбачат вовсю. Мы решили еще чуть-чуть проехать дальше. Чтобы потом себя не корить. Да. А то потом пойдем гулять и увидим, что там лучше. Мы сейчас убедимся, что тут не лучше, и вернемся туда, потому что там коттеджи новенькие совсем. Прямо зашла, запах такой свежий, и который он мне коттедж показал, крайний. Он говорит, в нем вообще еще никто не жил. Муха, говорит, не сидела. Поэтому, да, скорее всего, вот оно, это кафе, наверное, да? А-то мы туда дальше до домиков не поедем? А они, по-моему, внизу. Нет, уже я здесь. думаю, что нам нужно проехать. Нет, они вот за кафе за этим. Нет, это не Делмар. Делмар это вот, которая заброшенная сейчас, по-моему, мне кажется. Похоже, белая. Домики вот они начинаются. Видишь, я правильно остановился. Прости, пожалуйста. Вот вечно не слушаешься меня, да? Да, я уже смирился, даже не ругаюсь. Вот прокатимся, посмотрим. Да, не пищи ты, мы не будем пристегиваться. Тут чуть-чуть ехать. Будет пищать, сейчас мозг выносить. Арбика. Прямо морюшка, вот оно рядышком. Песочек. Вот тут чисто. Все-таки зараза, но. А, да? В общем, мы решили вернуться туда, где облака. Потому что здесь, в этих домиках, мест нет. Домики такие же, как и там. С завтрашнего дня здесь только. Решили мы вот этот вот бунгало. Смотрите, какая красота. Телевизор сегодня поставим. Говорит, смотрите, тут есть кухня. Можно приготовить. Можно постирать. Не буду туда заходить покушать, можно посидеть. Антону телевизор, мне море. Кайф. Пляжик прямо вот под ногами. Прямо вот из домиков выходишь. И прямо пляжик. А там дельфины. Вот оно, морешко. Прозрачное. Красивое. Что? Я попробовал. Попробовал? Соленое? Блин, я сейчас залезу ногами. Мы сейчас ждем ключи от номера. Теплая вода. Ну, не такая прям теплая. Знаете, о, медузы, смотри. О, вот, раз, два, три, четыре. Ой, сколько много медуз-то. Они нас сожрут. Они маленькие, правда, еще. Крошки. Крошки. Я не полезу. Полезешь. Лучше б я тебе не говорила, что там медузы, да? Ну что, моя мечта, кажется, осуществилась. Я так искала, ждала, мечтала с детства, чтобы остановиться вот так вот в домике прямо возле моря. Я не пойду, там очень много медуз. И вот оно, счастье. Там вон тоже есть домики, они еще ближе к морю, но там какие-то хозяева неприветливые. А здесь вообще прям новые домики, которые вот наш домик, мы сейчас ждем, ключи должны от него привезти. В нем, говорят, еще муха не сидела.
Так что кайф. Такой завтрак. У меня вот такой Кому сейчас легко? сердечник. Завтрак с видом на море. Класс. Там собаки, ну так вот кверху воронкой спит. Жарко ему, видать. Классный ресторанчик прямо на берегу. Внутри пока кондиционеров нет, но там прохладно. Лимончики здесь растут. О, очиток какой толстый. И причал. Это, наверное, так. Причал-то не настоящий, к нему не причаливают. Ресторанный причал. Так, мужики там суетятся. Женщину привезли убираться у нас в номере. Море немножко мутноватое. Обычно я видела, что оно прозрачное. Сегодня немножко мутноватое. Ну, ничего страшного. Меня это вообще не пугает. Здесь можно посидеть, поужинать. Прямо такой прохладный ветер. Ну, не ветер, а бриз такой. Да, морешко чуть-чуть мутноватое. Медузки там плавают. И вот сказали, здесь вот буквально 100 метров от причала. Встаешь там чуть ли не по колено в воде. И ловишь мидии. С кораллов собираешь. Ну, с кораллов там или с каких-то камней, не знаю откуда. Вода будет прозрачная. Попробуем. На нашем пляже сегодня устанавливают лежаки. В общем, друзья, эта база в 4 домика и кухню, хозблок, наверное, да, общий, она совершенно новая. Ее нет ни в каких картах еще. Она находится на месте, которое называется Песчаный пляж Пицунда. По-моему, даже не Пицунда это. Здесь есть ресторан «Облака». Он абсолютно новый. И пока адреса тоже нет. Но есть вот база Капитан Блэк. Она есть в Вагисе. То есть вы проезжаете Капитан Блэк, вот он голубенький, следом ресторан «Облака», и прямо за ним вот эта вот база. Если кому-то нужны контакты хозяина, я вам дам. Как хозяин сказал, мы первые посетители, они нам сделали скидку хорошую очень за то, что мы им дали волшебного пенделя. Они не собирались ее пока еще запускать, эту базу, с 15 числа, только с 15 июня. Но мы такие приехали и говорим, нам надо. Они говорят, окей, сейчас мы вам быстро все помоем номер, нагреем воду, ну, нагреватели включим. И живите. Сделали нам скидку. Номер стоил 7 тысяч в сутки, нам по 6 тысяч сделали номер на 10 дней. Поэтому мы будем кайфовать, отдыхать, чего и вам желаем. Вот, кстати, в чем плюс путешествия на машине, что мы поехали, все заранее бронируйте, писали там, куда я звонила, обзванивала какие-то базы, которые стоят на берегу. Мы подъехали туда, пляж грязный, домики, конечно, новые, там пляж грязный, ужасно все. И мы решили проехать дальше. Вот и проехали. Чему несказанно рады. Ну, а я пошла завтракать с видом на море. Я снимаю номер, пока не занесли вещи. Тут есть такой диванчик. Я так поняла, его можно разложить. Ну, в общем, то есть дополнительное место. К нам приедут друзья
на сутки или на день. Я думаю, что мы договоримся, чтобы они с нами тут поспали. Кровать двуспальная, все беленькое, чистенькое, тумбочки, кондиционер рабочий, лампочки, холодильник, шкаф. Так, в шкафу полок нету, да? Только вешалки. И, кстати, плечиков нету. Так, сейчас им скажем. Нам сказали стимулировать их, говорить, чего не хватает. Санузел, пожалуйста. Раковина, унитаз, душевая кабина хорошая, все чистенькое, вешалочки, зеркало. Так, туалетная бумага. Есть, мало. Нам надо туалетную бумагу еще. Ну и как-то так. Это наше барахло. Тут сейчас мы занесем все. 2 стульчика есть, столик. Шишку принесло, видимо, морем. Потому что там... может, оттуда свалилась сосны. Так, ну что, время 11 часов, а я купаться. Тут медузы, блин, большие-большие. Она убивает медуз. Здесь одни на пляже, посмотри, никого нет. На дереве висит мушмула какая-нибудь. Абхазский мандарин. Ну нет, абхазский мандарин, он осенью только созревает. Он зреть-то Но он начинает. зелененький сейчас должен быть, может быть, я не Не знаю. бывает зелененьким, это мандарин-то. Гортензии. Сам ты говоришь, это кактусы. Нет, там на этом написано гортензии написано? на дверях. Гортензии. Пойдем сюда на базар? На базар и купим самовар. Ну, блин, большие полотенца. что ли? Вот тоже базар какой-то. Ну, блин, пошли туда вот ближе к центру, да пойдем погуляем. Ну, у нас же теперь там все плотно не стоит, мы же поубирали. В коробке у меня Да. еще все прятано. Очень... Ого, ничего себе, они там друг друга гоняют. Ну, только не- Я думала, они сейчас в нас Только они врежутся. чуть в ту машину заднюю Да ты че? не врезались. О, а здесь Коняшки. насрут все на дорогу, блин, почему-то. Сидят, лежат там. Абхазия все та же на правом руле, блин. Японцы, бедные, как они успевают столько машин делать. Настоящие джеки. Что-то строится Мне тут. почему-то кажется, что как церковь, храм, может, наверху Все может быть. пики ученые. Такие домишечки бедненькие стоят, замученные. Как у нас в Якутске эти лермонтовские 9-этажки, 3 штуки. 3 поросенка-то. А вон та новенькая. Тут что-то строят. Видимо, тоже сдавать будут. Наверное. Нихера себе ты несешься. Будь здоров. Вот рынок вам, пожалуйста. О, Останавливаться? продуктовый. Да нет, мы обратно будем здесь ехать. Обратно ехать. Не будем, так не будем. Ну, там какие-то улочки, наверное, что-нибудь там. Я по торгуют. той улочке хочу проехать.
просто где-нибудь машину оставить и пойти пешком. Блять, потом еще найти бы машину назад. Найдем, не переживай. Я твой Сусанин. Ты мой Сусанин? Да. Не знаю, не знаю. Мне кажется, что сюда вот я поехал очень зря. Почему? Потому что это идет в спальный район. Нифига они постельное белье как сушат. Но Классно. И все причем от дерева до балкона веревки. Что-то тут ничего такого нету, никаких улочек. А где мы с тобой первый раз были? так я ее ищу. Пытаешься, да? По-моему, не здесь или здесь. Ага. Пожарка. Ой, те какие Зимой. бедненькие, старенькие. Абшзад. Проезжали. Гостевой дом, да. Или указатель проезжали на него. По-моему, правильно едем. В следующий раз пойдешь в магазин, и меня будет бросить в машине, чтобы я тебе не мешал. Я не брошу тебя. Завтра вообще новый iPhone выходит в видео утра. В смысле? Да? Новый iPhone это. Сам ты новый iPhone. Друзья, ОВД города Пицунда. И тут прямо у них во дворе есть банкоматы. Сбербанк, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Работает он вообще? Моргает, заманивает. Да, вот какой такой из них? Сбербанк? Сбербанк Абхазии. Этот не работает. Этот тоже не работает. Значит, Сбербанк Абхазии. Сожрет тут мою карточку. Комиссии. О, видишь, как по-абхазски написал русский. Старый банкомат уже. Welcome. Please enter your secret number. Выдача наличных. Рубли. Сумма снятия, допустим. Нужно ли вам распечатать чек? Да. Please wait while your transaction is processing. Так, теперь посмотрим по чеку. Комиссию брал, не брал, а Да. комиссию может позже принести тебе. В чеке должна быть отражена Thank you for banking баланс, with код. us. Нету. А, В если СМС. Есть комиссия? нету, если в В СМС-ке посмотри. Нету, комиссия 0 за выдачу. Ну, давай еще снимем тогда. Потому что здесь, в Абхазии, картой оплату Да, почти не да, мы принимают. проверяли, есть ли комиссия со Сбербанка. Вот так растет мушмула. Сегодня мы ее будем есть. Пообедали вот в этой кафешке «Алые паруса». Ну, прям так вкусненько очень даже. Ну, прям очень вкусненько. Теперь пойдем до машины. Мы машину там где-то оставили за углом. Ну, зато прошлись, размялись. Че жопу чешешь, в камеру идешь? Все мои поиски отеля в Абхазии начались вот с этой виллы Валентины. Но ее нужно было бронировать заранее. Предоплата, по-моему, 100% была.
не возвращается. Поэтому, как бы, ну, я думаю, что она сейчас всяко свободна. Там у них бассейн есть. Но до моря нужно идти. Хоть немножко, но нужно идти. Слушай, я буду снимать тебя. Вкусно тебе, солнышко? Еще не распробовал. Начинаю. О, горчица какая хорошая. О, Сейчас к своим домикам. Смотрите, как страшно. Смотрите, как страшно на самом деле. Еще какие-то кабели намотаны. Электричество они хоп-хоп. Об дерево обмотали. Потом туда. И все. На этих 3 проводочках, или там 2-3, по-моему. Вся вот эта вот, по всей видимости, гостиница держится. Тут дальше идут провода. Они, да, заходят к нам. Потом следующие гостиницы. Интересненько как. Все какое-то такое на соплюшках. Столбы-то смотри какие. Им сколько лет этим столбам, интересно. Ну, столб фонарный, смотри. Ну, этот, как его, опора. ну это труба же. Ну, электроопора же. Ну, Сколько ей лет-то? Она уже такая ржавенькая. Ага. Вот гора. мучиться не будем. Мучиться не будем. Если что, нахер сразу снесет, я думаю. А машины там вот стоят. Поэтому Я застрахована. нормально. Даже если он сойдет, не поможет. Ничего не поможет. О. Мы сегодня как раз стояли, смотрели вон на то деревце. Как оно держится там. Еле-еле прицепилась. Если оно упадет, нахер. Они прямо вот они. Ну где ты, дельфин? Давай. Вот он. Прямо рядом. Ну, давай еще. Небо очень хочет света, в темноте его волнует. Оставь со мной кусочек лета, вместе с теплым поцелуем. И придут во снах рассветы, теплый бриз сердца.